Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как создать статью в тувинской Википедии. В общем, смотрите, это адрес тувинской Википедии. Так получилось, что тувинская Википедия, она все еще тестовая. Это означает, что тувинская Википедия все еще в подготовительной стадии, и она еще не является частью официальной Википедии. Так вот, это главная страница. Я кое-что тут написал на тувинском языке, вот здесь. И здесь на русском то же самое. И на главной странице мы можем увидеть, вот в самом верху, это первый урок, как написать, как создать статью на тувинской Википедии. В общем, то же самое я вам расскажу. Чтобы этот урок посмотреть, вам достаточно сюда кликать. Вот. Ладно, к делу. Смотрим. Здесь мы выбираем название. Вот, я уже сколько понасоздавал. Допустим, мы создадим тему, допустим, шап. Создаем, соответственно, таким. Вот. Мы переходим на адрес, на страницу понятия шапка. И как вы заметили, у нас есть такие лишние штучки. Это как раз указывает то, что Википедия тувинская все еще не официальна. Ну, в смысле, все еще в стадии, подготовительной стадии. Вот. У меня некоторые здесь вещи, то есть в интерфейсе написаны на тувинском языке, просто потому что я выбрал тувинский язык. Вот это можно сделать, если сначала зарегистрироваться. Ну, можно и без регистрации где-то выбрать. Я уже забыл. Вот. В другой раз расскажу. Вот. В общем, мы здесь видим интерфейс. То есть средства, с помощью которых мы можем улучшать, ну, то есть с помощью которых мы взаимодействуем с сервером. В данном случае со страницей. Вот. Теперь мы здесь можем написать все, что угодно. Здесь это основное окно. Она большое, длинное. И она заканчивается вот такими вещами. Здесь написано это то же самое, что ОК. Страница. Сохранить страницу. То есть вы можете сохранить страницу даже таким образом. Alt-Shift-S нажмете, соответственно, автоматически сервер поймет, что вы сохраняете страницу вот в таком виде, в каком вы его оставите. Вот, допустим, создадим, напишем что. Вот. Я написал какой-то текст. Соответственно, с помощью интерфейса мы можем видоизменять текст. Вот, допустим, можем его сделать пожирнее. Допустим, мы можем сделать его италик. Не знаю как. Я забыл, как назвать лучше. Курсивом. Вот. Вспомнил. Соответственно, дальше смотрим. Здесь можно какой-то некий список с помощью этой штуковины создавать таким образом. Если, пока давай его чуть позже применим. Вот, допустим, мы написали что-то. В принципе, это уже хорошо. Соответственно, дальше мы можем написать пункты понятия TR. Соответственно, мы берем, допустим, вот оглавление уровня 2. Ну, то есть, тем больше уровень, тем меньше значение оглавления. То есть меньше становится оглавление. Вот. Выбираем уровень оглавления 2. Ну, допустим, виды шапок. Пишем. На тувинском будет Эверлери.
Ну, допустим, можем создать список, допустим, какие виды шапок я лично знаю. На тувинском языке, конечно. Зимний кышкы. Час к. Можно по другой критерии все это перечислять. Вот. Соответственно, дальше мы можем писать, допустим, история развития шапок. Вот. Мы можем еще написать, допустим, ТВ. Можем хоть что-то написать, хоть такой текст. На данном моменте мы можем, в принципе, уже сохранить. Вот сохраняем, или Ctrl-Alt-S, Shift-Alt-S. Нет, Alt-Shift-S. Ну, пока не работает. Ну да, потому что на английском. Вот, да. Раскладку менять, когда можно. В принципе, такая простая страница получается. Вот. И в результате вы можете увидеть вот здесь. Это режим чтения страницы, режим, это просмотр кода, то есть исход, то, что мы ранее, вот, то, что мы уже делали. Вот, смотрите, мы выбрали, вот, то есть F3, то есть редактировать. Вот, мы увидим то, что уже написали. Это изнутри так выглядит. Соответственно, мы можем перейти обратно. Вот. Мы можем также посмотреть историю создания этой страницы. В принципе, написано, что-то мы создали, какие-то там обновления, кратко описано. И тем больше мы будем потом добавлять к этой странице новый текст. Соответственно, здесь список будет увеличиваться вниз. Вот эта страница будет ниже опускаться. И будет несколько вариантов. Так что если на одном из вариантов мы ошиблись, мы можем вернуться, нажав, допустим, первую страницу никак не отменить, соответственно, появится возможность кнопки где-то вот здесь отменить. На тувинском будет черчур. Вот. Соответственно, на данном моменте, в принципе, этого достаточно. А вот это режим обсуждений. Пока этого не надо. В общем, все. Другие варианты картинки, таблицы можете еще в других уроках, которых я размещу, посмотреть. Ладно, все, до свидания. Хоть что-то написать.